Сегодня врачи республиканского кардиодиспансера провели консилиум с коллегами из Канаша. Решался вопрос о дальнейшем лечении пожилой больной. Такие консультации на расстоянии уже давно в практике многих больниц республики. Насколько удобно и информативно телемедицина в Чувашии, расскажет Татьяна Иванова. На связи с кардиодиспансером врачи Канашского межтерриториального центра. Обсуждение состояния тяжелобольной заняло несколько минут. Опытные кардиологи сразу поняли, что лучше ее срочно привезти в Чебоксары. Потребуется интенсивная терапия под круглосуточным контролем специалистов. С начала года кардиологи провели уже больше 20 аналогичных консультаций. Мы активно участвуем в проведении телемедицинских консультаций с такими центрами федеральными, как имени Бакулева, Алмазова, научно-исследовательским центром кардиологии. Уже в 2018 году мы провели 46 телемедицинских консультаций. Уже в этом году мы провели 26 телемедицинских консультаций, в том числе и с районами нашей республики. Это Канашская центральная районная больница, Канашский межтерриториальный центр, первичное сосудистое отделение, а также проводим телемедицинские консультации и с республиканскими клиническими больницами. На днях врачи собрали консилиум, в котором приняли участие ведущие кардиологи медицинского центра имени Алмазова. Доктора обсудили тактику лечения больной из Чебоксар. Ситуация была достаточно тяжелая у этой пациентки. Состояние тоже было тяжелое. Вывели мы ее из декомпенсации сердечной недостаточности и проконсультировали благодаря телемедицинским технологиям еще раз, уже в Алмазовском центре в Петербурге. Сейчас состояние больной уже не вызывает опасений. Она продолжает лечиться. И ей не пришлось выезжать в Петербург на консультацию. Сейчас я хорошо чувствую себя. Намного. Телемедицина в Чувашии позволяет организовать трехуровневое взаимодействие со специалистами региональных учреждений и федеральных клиник. Все медицинские организации у нас подключены к интернету по линиям оптоволоконной связи. И все медицинские организации имеют гарантированную связь в 10 мегабит, что, естественно, позволяет организовывать консилиумы в формате видеосвязи. Онлайн-консультации проводятся в основном по кардиологии, онкологии, педиатрии и хирургии. С 2017 года по всем учреждениям, включенным в интернет, прошло более 10 тысяч сеансов связи. Татьяна Иванова, Михаил Солин, Вести, Чебоксары.